Не быть обманутым, уметь предугадывать, помогать другим. Вот для чего нужно мыслить рационально. Спикер Павел Павловский рассказывает школьникам и студентам о различиях между знанием и мнением. Почему люди склонны мыслить нерационально и о роли теории вероятности в жизни. В Москве есть МКАД, 8 полос, туда-сюда, люди, машины туда-сюда ездят постоянно. Я говорю, ребята, если вы ночью выберете неосвещенный участок, оденетесь во все черное, намажете себе лицо и будете бегать туда-сюда, вам может один раз повезти. Вам даже 2 раза может повезти. Даже 3 раза вам может повезти. Но в какой-то раз очень быстро это случится. Вы попадете под машину, это 100%. Вероятность этого 100%, если вы будете постоянно вот так бегать. Поступать рационально значит увеличивать свои шансы на успех. Спикер приводит примеры, которые это доказывают. Конечно, по теории вероятности возможно все. Но каковы шансы на успех выжить при падении с высоты 10 тысяч метров? Павел Павловский рассказывает и это. За всю историю человечества 2 случая. Причем это обе девушки и обе из уже несуществующих стран Советского Союза и из Югославии. Стюардессы. Они упали вниз и выжили. Значит ли это, что всем нам нужно собраться и прыгать? Нет. Потому что вероятность этого события очень мала. Это значит, что не каждый рассказ про личный успех и личную историю может сработать. Затронул спикер и другие темы. Многие из них напрямую связаны с математикой, логикой и философией. Одна из важнейших мыслей лекции – развитие происходит через преодоление. Если мы хотим чего-то добиться, нам должно быть немного трудно, а порой даже и очень трудно. Ну а если легко, то развития само собой нет. Что же насчет личного развития человека? Сегодня его, как ни странно, тормозит искусственный интеллект. Люди полагаются на искусственный интеллект во всем и тем самым теряют свои базовые навыки. Уже через несколько лет человек не сможет самостоятельно написать и 5 предложений, говорит спикер. Продолжается лекция вопросом, что такое когнитивное искажение. Павел Павловский рассказывает про 3 систематические ошибки мышления. Ошибка атрибуции, эффект Даннинга-Крюгера и ошибка выжившего. Когда вдруг кто-то говорит, вот был такой случай, и это работает. Вообще не факт. Ну, например, очень любят приводить примеры мотиваторы, блогеры, там рассказывают, там, я бросил учебу, и вот у меня там то-то, то-то. Ну, Билл Гейтс очень любит, или там Стива Джобса. Да, Стив Джобс бросил работу и создал Apple. Ой, бросил университет и создал Apple. Радуйтесь, когда у вас в процессе учебы происходит неудача. И в процессе начала это нормально. Вы сделаете правильные выводы. Самое главное из неудачи сделать правильный вывод. Спикер говорит на языке, близком слушателям, и приводит примеры, с которыми они сталкиваются каждый день. Всего на лекцию пригласили порядка 150 ребят, школьников, студентов Ингушского госуниверситета, колледжа и Академии цифрового развития, а также работающих молодых людей. Лекция была довольно интересной, говорили про когнитивное искажение, узнал много нового и получилось подчеркнуть те моменты, которые как раз-таки находил в своей практике, с которыми сталкивался сам. Мне очень понравилась в целом его манера подачи материала и то, как он тонко подходил именно к нашей национальной идентичности, даже в плане примеров, которые приводил из практики. Затронули очень важную для этого времени тему. Люди, многие в цифровом пузыре, как он сказал. Многие следуют призрачным своим целям и не знают, что им делать вообще по жизни. Сам Павел Павловский не впервые выступает перед ингушской аудиторией, а потому и правда знает к ней нужный подход. Рассказать об этой теме он решил сам. Считает, что для молодежи сегодня это особенно важно. Сейчас очень много, во-первых, неверной, некорректной информации, во-вторых, она очень сложно обрабатывается. У ребят, к сожалению, они очень часто становятся жертвами манипуляторов, опытных людей, которые умеют создать неверное представление о жизни, о событиях, неверно их трактовать. Я считаю, что очень важно разговаривать с молодежью о тех особенностях восприятия информации, обработки информации, которые влияют на их жизнь, чтобы они не наделали глупостей сейчас. Общество знания стабильно проводит подобные встречи для разной аудитории. Нередко спикерами становятся специалисты Госуниверситета управления, с которым регион сотрудничает. Глава республики в 2024 году подписал соглашение с ректором о сотрудничестве. С тех пор их университет регулярно проводит у нас свои проекты, реализует проекты и в детском лагере, и для участников форума нашей республики. И сейчас мы решили к нам привести данного лектора.
Рациональное мышление – это не теория из учебников, а практический навык, который можно и нужно тренировать. Он помогает распознавать манипуляции, принимать взвешенные решения и не терять себя в эпоху цифровых технологий. Марьям Акиева, Абдулла Тангиев, Магаз 24.